В эфире телеканала «Якутия-24», программа «Актуальное интервью» в коворкинг-центре «Точка кипения Якутск». В эти дни прошли презентации инновационных проектов перед руководством Дальневосточного фонда высоких технологий. О том, какие проекты представили, их значение, перспективы и как их оценили специалисты фондов, мы поговорим с генеральным директором венчурной компании «Якутия» Алексеем Загоренко. Алексей Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что выделили время ответить на наши вопросы. Это была первая поездка представителей Дальневосточного фонда в регион. И расскажите немного, почему именно Якутия выбрана для этих целей и какие возможности представляет Дальневосточный фонд развития для нашего региона? Ну, это не только их первая поездка в Якутию, но и первая поездка по Дальнему Востоку. Но прежде чем сказать, почему была выбрана Якутия, наверное, необходимо отметить ту работу правительства и венчурной компании, которая была проведена до, собственно, Восточно-экономического форума, которая позволила на данном мероприятии подписать 3 соглашения. Это с компанией Веб Инноваций, собственно, с Дальневосточным фондом высоких технологий, с компанией РВК. И, соответственно, эти 3 соглашения, а также проведенная работа в рамках форума, на которой как раз было договорено о ряде совместных мероприятий, в том числе о посещении республики, они вот и вылились в том, что фонд приехал в Якутию. Но почему выбрали именно Якутию? Потому что, прежде всего, мы безусловные лидеры в сфере высоких технологий на Дальнем Востоке. Для оценки якутских проектов прошла питчинг-сессия. Сколько проектов было представлено и как они были отобраны? Ну, всего было представлено 11 проектов. Проекты были отобраны после того, как венчурная компания Якутия и Технопарк провели, соответственно, предварительный отбор, и из 26 проектов были отобраны 11. Финансировала ли венчурная компания Якутия какой-либо из этих проектов? Да, в числе этих 11 проектов есть две компании, которые были профинансированы ранее венчурной компанией. Это компания Bergen Games. С ее игрой «Антиквария» год назад мы профинансировали. Соответственно, компания доработала свою игру, вышла, соответственно, на 2 платформах iOS и Android. Заключила соглашение с издателем. Сейчас она перешла на новую стадию, соответственно, поиск стратегического инвестора. Вторая компания «Технологии комфорта». В свое время они выиграли в конкурсе «Идея на миллион», и, соответственно, венчурная компания предоставляла денежный приз. А вот вторая компания, у нее какой проект? Если у первой игра, то у второй? У второй компании «Браслет», который используется совместно. Входит в экосистему? Браслет на руку, который использует сигналы, которые... Что-то типа фитнес-браслета получается, да? Угу. А генеральный директор Технофонда дал комментарий, что под их критерии подходит больше половины из представленных проектов. Расскажите, о каких проектах идет речь? Это совершенно новые проекты на стадии стартапа или же уже вышедшие на рынок? Ну, мы представили на питч-сессии проекты, которые находятся на 2 стадиях. Половина проектов это на предпосевной, половина на пассивной. Соответственно, компании, находящиеся на пассивной стадии, они соответствуют мандату фонда, и, соответственно, они вызвали наибольший интерес. Это как раз проекты PriceBox, проекты Who Wi-Fi, проект нашей компании Bergen Games «Антиквария» тоже большой интерес вызвал. Проект Green Lab, это высокотехнологичная, соответственно, теплица. Ну и ряд других. Поясните, пожалуйста, для наших телезрителей, что означает пассивной и предпассивной? Ну, вы знаете, инновационные проекты, они проходят ряд стадий. Соответственно, это предпассивная стадия, это когда проекты приходят с какой-то идеей, с прототипом. Потом они должны протестить различные гипотезы, каналы продаж, доработать свой продукт. И после этого создается уже минимально продаваемый продукт. Это пассивная стадия. Да? Далее он дорабатывается, и компании, проекты переходят на следующую стадию. Это стадия роста. И это стадия A. И стадия быстрого роста – это стадия B. Федеральные компании, федеральные институты развития, они, как правило, на данный момент стремятся инвестировать на более поздних стадиях, потому что это меньше рисков, уже понятен продукт, есть первые продажи,
уже понятно, кому продавать. Раньше венчурная компания также финансировала на этих поздних стадиях. Но вот в настоящий момент мы пришли к пониманию того, что если мы не будем закрывать вот эти более рискованные стадии, предпосевная и посевная, то таких компаний, как Майтона и Индрайвер, наверное, будут там какие-то отдельные случаи, но это как бы отдавать на волю случая. Да? А мы должны, соответственно, предоставлять возможность проектам финансирования, сопровождения, обучения на этих стадиях, чтобы их было много. Расскажите, пожалуйста, о паре перспективных проектов и интересных на ваш взгляд, и насколько они действительно перспективны для нашего региона и в плане не только в России и в Якутии свою работу осуществлять, но и как, допустим, тот же самый Индрайвер выйти, может быть, за рубеж. Ну, вот все проекты, которые инновационные, они, как правило, ориентированы не на местный рынок, да, они ориентированы на выход на внешние рынки, да. То есть эти проекты должны быть тиражируемые и, соответственно, очень перспективными. Да? Такими проектами мы считаем, что может быть вот Pricebox, это так называемый индрайвер для магазинов, да? То есть этот агрегатор магазинов, да? Которые в шаговой доступности позволяет жителям покупать, сидя в доме, ну, все необходимые продукты питания, там все необходимые вещи, да. Это вот один такой проект. Следующий проект — это Hookame Wi-Fi. Этот проект связан с тем, что он фиксирует Wi-Fi метки и помогает, соответственно, магазинам не только фиксировать проходящих людей, да, но и фиксировать, возле какого они встали прилавка, допустим, да, где они проводят больше всего времени. Да. Вот этот проект, он уже выходит на федеральные сети. То есть с помощью Wi-Fi точек производить мониторинг того, что покупать. Да, то есть люди проходят с телефонами, и можно, во-первых, да, прогнозировать. Второе, им можно предоставлять таргетированную рекламу уже, зная, чем они интересуются и так далее. Угу. А насколько инфраструктурно Якутия готова к таким проектам? Вот, судя по проекту про Wi-Fi точки и мониторинг людей, что они покупают, это довольно технологически сложный проект. Насколько у нас готовы к таким вещам? Республика, безусловно, готова и морально, и интеллектуально, и технически. Да? То есть в республике созданы все необходимые практические институты развития. Это и венчурная компания, и технопарк. Сейчас, вы знаете, в декабре будет открываться IT-парк. Также планируется открытие IT-центров, соответственно, в районах республики. Вот на данный момент мы на базе венчурной компании планируем создать предпосевной фонд, который будет использовать самые современные техники. То есть он будет акселератором для проектов, обучать их навыкам определенным. Да? То есть там главное, что будут предоставляться и деньги, и знания. Соответственно, мы уже являемся лидером и по вот этой инновационной инфраструктуре на Дальнем Востоке, и одним из лидеров Российской Федерации. У нас есть уже история успеха этой компании, такие как Майтона и Индрайвер. Соответственно, они генерят постоянно новых сотрудников с хорошими компетенциями мирового уровня. Да? Эти люди потом уходят и открывают свои проекты. И мы вот ожидаем, что с открытием IT-парка этих проектов будет очень много. И, соответственно, мы как раз им будем предоставлять финансовые возможности и образовательные для того, чтобы эти проекты быстро развивались. А расскажите, как осуществляется мониторинг таких стартапов? Ну, мониторинг стартапов мы проводим регулярные мероприятия с технопарком. Это такие, как хакатоны, там, ну и ряд форумов, посвященным инновациям. Да? Соответственно, все специалисты, профессионалы, они, как правило, участвуют там, то есть появляются новые идеи, и, как правило, они потом обращаются либо за резидентством в технопарк, либо за финансовыми инструментами в венчурную компанию. Соответственно, то есть, получается, вы создаете площадку для того, чтобы ребята могли прийти и рассказать о своем проекте, да, и уже люди могли посмотреть, нужен ли он. Более того, там на месте формируются часто команды, то есть приходят незнакомые люди, им дается какое-то задание, они совместно делают какие-то проекты, и после этого часто бывает, что эти команды остаются, и потом какой-то вот идея какая-то пролетела у них, и они начинают ее дальше развивать, и какой-то уже реализуется проект. А когда будут известны результаты прошедшей сессии? Ну,
О результатах самых непосредственных Руслан Саркисов уже сказал, что проекты понравились. Соответственно, на ближайшие 2 недели запланирован ряд встреч, в том числе в Москве, как с проектантами, так уже с возможными стратегическими инвесторами, потому что не все проекты фонд высоких технологий будет финансировать самостоятельно. Где-то они уже видят сотрудничество там, с рядом корпораций, то есть выход там, на Ростелеком, на фармацевтические компании, там, на Google Play и так далее. Да? Вот. Но если говорить о закрытии сделок и вхождении там, в доли финансирования, ну, наверное, в ноябре мы узнаем первые результаты. То есть сейчас компании будут предоставлять дополнительные материалы, которые будут запрошены, то есть касательно их проектов. И, соответственно, будут прорабатываться уже сделки там, по вхождению в их долю. А сколько в среднем стоят такие проекты? О каких суммах идет речь? Ну, проекты на пассивной стадии, у них объемы финансирования, как правило, от 15 до 40 миллионов рублей. До 40 миллионов? До 40 миллионов рублей. Но это зависит, конечно же, от проекта, от того, там, от специфики. Это может быть и 100 миллионов рублей, и более. А что вы можете посоветовать молодым людям, которые вот хотят представить свои проекты на подобных питч-сессиях и создают новые технологии для нашего будущего? Ну, нужно выходить на нас, на технопарк. Соответственно, мы готовы предварительно делать оценку этих проектов, соответственно, предоставлять им вот эти финансовые инструменты, а также резидентство. То есть это дешевая арендная плата, то есть шанс разместиться рядом с другими IT-компаниями, то есть там и кадры какие-то, чтобы были рядом всегда, кадровая обеспеченность и так далее. И очень коротко, какие проекты уже работают и чем вы можете гордиться из этих проектов? Ну, вот из тех проектов, которые профинансировала венчурная компания, то есть ряд проектов успешно функционирует. Это компания РОС, которая предоставляет услуги спутникового интернета и образовательные услуги детям-инвалидам в Арктике. Компания Амтек, которая предоставляет энергосервисные услуги ГУП ЖКХ и нашему университету СУФУ. Ну и ряд других проектов. Алексей Сергеевич, спасибо и успехов в вашей работе. Вы смотрели актуальное интервью. В студии работал Василий Радченко. Оставайтесь на телеканале Якутия-24.